Вакцина поступает, население прививается. Первая партия – это порядка 100 тысяч доз для взрослых, пришла еще в конце июля. И всего за один месяц почти 30 тысяч человек прошли иммунизацию. Для детей препарата пока в 2 раза меньше. Их начнут прививать в начале учебной недели. Поступившая вакцина Совигрипп успела себя зарекомендовать. Она не только работает, но и хорошо переносится. Там входит другой адъювант, Совидон, и она переносится легче, чем другие вакцины, которые применялись, или даже вообще-то легче, чем импортные вакцины. Поэтому опасаться нечего. Единственное, что хочу напомнить о том нашему населению, что перед любой вакцинацией обязательно должен быть осмотр, потому что у любой вакцины есть свои медицинские отводы. В первую очередь, конечно, это непереносимость к куриному белку. Вакцина, разработанная для этого эпидсезона, несколько обновлена. Совигрипп содержит штаммы 3 разновидностей вируса – B, H1N1 и H3N2. Последние в прошлом году вызвали высокую заболеваемость в Европе и Австралии. Главная задача на этот год – не допустить летальных исходов от пневмонии. Впрочем, их количество уже заметно сокращается. Со 106 смертельных случаев в прошлом году до 66 в этом. Кстати, помочь не удалось тем, кто перенес заболевание на ногах, вовсе не обращаясь за помощью. Мы должны в этом году привить уже 45% населения, не менее 75% в группах риска. Группы риска – это, как я уже говорила, организованные дети, школьники, студенты, сфера обслуживания, медицинские работники, лица, страдающие хроническими заболеваниями. То есть мы должны привить не менее 75%. И еще должны привить обязательно работников птицеводческих хозяйств, зоопарков, каких-то индивидуальных фермерских хозяйств, которые связаны с птицей. Особое внимание беременным женщинам. В этом году охват иммунизации этой группы риска планируют увеличить. Вакцинируясь сами, они защищают своего ребенка до 6 месяцев. Именно с этого возраста можно прививать детей. В группе риска и пациенты с хроническими заболеваниями. По данным CDC, это американские исследователи, большая группа, они доказали, сделали выводы о том, что госпитализация людей с сахарным диабетом во время эпидемии гриппа привитых снижается на 79%, а людей с бронхолегочной патологией более чем на 50%, 52%. В числе категорий, которые подлежат иммунизации, также граждане старше 60 лет, дети, студенты СУЗов и вузов, педагоги, медработники, работники сферы обслуживания, транспорта, ЖКХ и призывники. Последняя категория должна быть привита на 100%. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.